В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Молодые лидеры Абхазии и России. Прорыв в будущее. Президент Рауль Хаджимба принял участие в молодежном форуме в Москве. Один из главных праздников ислама. Мусульмане Абхазии отмечают Ураза-Байрам. Вселили бесплатно. Абхазские ательеры помогли обманутым российским туристам. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в форуме «Молодые лидеры Абхазии и России. Прорыв в будущее» в Москве, посвященном промежуточным итогам взаимодействия между молодежными организациями Абхазии и России, а также новым инициативам по укреплению связи между молодыми лидерами. Глава государства обратился с приветственным словом к участникам форума. Сегодня молодежь активно включается в жизнь государств. И в Абхазии, и в России есть молодые люди, готовые работать во благо двух стран. Молодые лидеры должны развиваться так, чтобы в будущем могла зайти речь о передаче им управления, отметил президент, обращаясь к участникам форума. Лидер – это не тот, который себя назвал лидером. Лидер – это тот, который за собой повел людей. Есть многие вопросы, которые должны активно решать молодые. Жизнь требует сегодня совершенно других подходов. Включение молодых в политику, создание условий для того, чтобы бизнес и молодежь были ближе бы, создание возможностей со стороны государства, оказание помощи соответствующей для того, чтобы молодые включались бы в малый и средний бизнес. Но и при этом отдача должна быть реальной, которая способствует тому, чтобы государство состоялось. Сегодня я могу с гордостью сказать, что в системе государственной власти значительное количество молодых ребят в Абхазии. Они активно работают, занимают достаточно высокие должности во власти, начиная от вице-премьеров, министров финансов. Люди, которые понимают, зачем пришли, и готовы нести ответственность за тот участок работы, за то направление, которое им поручено. Некоторое время тому назад нас признала Сирия. Сирия воюющая. Сегодня практически со всем миром. Рядом с ней только Россия. Сирия, которая была одним из важных региональных игроков в этом регионе. Сирия не испугалась в вопросах признания Абхазии и Южной Осетии. Что, к сожалению, пока не делается другими государствами. Но у нас задача стоит не таким образом, чтобы получить сегодня в одночасье признание всех государств. Для нас важно состояться самим внутри, а признание оно будет. Наши совместные усилия с МИДом России, с руководством России приводят к положительным результатам. Пусть не сиюминутным, но они будут, несомненно. Ну и хотелось бы пожелать еще раз успехов всем нам в строительстве наших государств и усиление наших взаимоотношений, ну и победы России на чемпионате мира. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова сообщила участникам форума о главных направлениях молодежной политики России и совместных проектах абхазской и российской молодежи, в частности, в сфере предпринимательства. У нас есть совместные проекты в области молодежного предпринимательства, что нас очень радует. У нас есть центр Роспредпринимателей. Мы сейчас ведем несколько совместных бизнес-инкубаторов и проектов именно в этой области. Конечно, ребята к нам приезжают на наши форумы. Сейчас у нас в России началась обширная всероссийская форумная кампания, и мы с удовольствием готовы принять ребят. И уже есть заявки у нас в нашей платформе «АИС Молодежь России». Ребята с удовольствием регистрируются. У нас идут еще совместные обучающиеся проекты. Мы обучаем как и наших региональных чиновников, субъектов Российской Федерации, так и абхазские приезжают к нам. Молодые люди с удовольствием проходят наше обучение, с удовольствием берут наши методики, и мы берем от вас что-то, между прочим. То есть у вас тоже есть очень интересные подходы, поэтому я хочу сказать вам, прежде всего вашей команде, спасибо за поддержку вот именно молодежных таких наших совместных направлений и проектов. Я уверена на 100%, что это все продолжится с удвоенной огромной силой. Спасибо вам.
Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Теймураз Квиквискери рассказал об основных направлениях молодежной политики Абхазии. Он также отметил, что Российское федеральное агентство по делам молодежи охотно делится своими наработками, которые Госкомитет применяет с учетом особенностей Абхазии. В рамках сотрудничества и взаимодействия наши коллеги из Федерального агентства охотно делятся с нами опытом, как было тут уже подмечено, и методами работы с молодежью, направлены на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. Мы, конечно же, это все адаптируем, учитывая нашу ментальность, учитывая традиции, обычаи, и активно внедряем в нашу деятельность. Председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский рассказал об успешном участии делегации Республики Абхазия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также о проектной деятельности организации. Он также предложил создать Абхазо-Российский молодежный туристический центр в целях увеличения турпотока в обе страны. На форуме прозвучал ряд инициатив по усилению взаимодействия в сфере молодежной политики Республики Абхазия и Российской Федерации, в частности, создание молодежного парламента в Абхазии и сотрудничество с аналогичной структурой России, проведение благотворительного футбольного матча между абхазскими и российскими волонтерами и учреждение конкурса по российскому аналогу «Лидеры Абхазии». Президент поддержал предложенные инициативы, а также отметил, что они представляют собой возможности для участия молодых людей в жизнедеятельности государства. Мусульмане Абхазии отмечают праздник Ураза-Байрам, знаменующий окончание месяца Рамадан. Уходящий священный месяц чествовали раздачей милостыни и молитвой в мечетях Сухума и Гудауты. Также в столичном парке у кафе «Сказка» был накрыт праздничный стол. Саид Джарсалия продолжит тему. В мечетях Сухума и Гудауты состоялись праздничные богослужения и проповеди, посвященные окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. На общую праздничную молитву в мечеть Сухума пришло до 1000 человек. Верующих было так много, что для тех, кто не поместился внутри мечети, были организованы молельные места снаружи. После окончания месяца Рамадан, в этом месяце он длился 29 дней, от новолуния до новолуния. А сейчас мы совершили праздничную молитву. Поздравляю всех мусульман с праздником Ураза-Байрам, с окончанием поста месяца Рамадан. Пускай Аллах воздаст вам за то терпение, за те намерения, которые вы держали в себе, для своих близких и для всей общины. В течение месяца Рамадан верующие совершали пост, воздерживаясь в светлое время суток от еды и питья. В рамках празднования окончания месяца поста каждая мусульманская семья после утренней молитвы должна раздать нуждающимся определенное количество продуктов питания, после чего они приходят в мечеть, чтобы совершить коллективную праздничную молитву и послушать проповедь. По окончании Рамадана мусульмане празднуют окончание, радуясь тому, что удалось достичь в течение этого месяца, да, надеясь на награду Всевышнего за проявленную покорность. И этот месяц действительно радость, когда мусульмане разделяют эту радость друг с другом, посещают друг друга, навещают, накрывают хорошие праздничные столы, радуясь помощи, содействию, милости Всевышнего Аллаха. В столичном кафе «Сказка» был накрыт праздничный стол. Организована и развлекательная программа для детей и их родителей. На праздник были приглашены все желающие. Мы собираемся, тут очень много мусульман с разных, тут и из Сирии наши абхазы мусульмане, и из Узбекистана, из Иордании, из Турции, абхазов очень много. И также есть не мусульмане, наши близкие, наши друзья, которых мы очень рады сегодня видеть. Приходят, мы поздравляем, обнимаемся, дарим друг другу подарки, позитивная энергия. Дети, конечно, больше всего радуются, потому что это праздник для детей. Праздник Ураза-Байрам проходит 3 дня, и по традиции трапезу и веселье следует делить с родственниками, друзьями и соседями любого вероисповедания и национальности. Главное – проявлять милосердие к обездоленным. Саид Джарсалия, Беслан Чхинджерия, Тимур Гугухия, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам. Республика Абхазия является многонациональной, и празднование Ураза-Байрама основано на традициях мирного сосуществования и глубокого уважения ко всем национальностям и религиям. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания, отмечается в частности в поздравлении президента.
Согласно плану Государственного инвестиционного агентства, утвержденному министром экономики Абхазии, по сбору информации об инвестиционном потенциале всех районов республики и созданию общей картотеки, представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Минэкономики посетили Новый Афон, где пообщались с местными предпринимателями. Репортаж Алики Трапш. Это уже третья совместная рабочая поездка представителей Государственного инвестиционного агентства и отдела развития предпринимательства Министерства экономики с целью ознакомления с состоянием бизнеса и инвестиционного потенциала в городах и районах республики. Ранее они посещали города Гал и Парчал. Во время встречи с главой администрации Нового Афона Феликсом Даутия обсуждались вопросы развития бизнеса в городе. Туризм – главная бюджетообразующая отрасль в Новом Афоне, и здесь немало частных гостиничных предприятий. При этом доля иностранного инвесткапитала невелика. В основном существуют совместные партнерские компании, где часть бизнеса принадлежит инвестору, подчеркнул Феликс Даутия. В городе у нас фактически можно сказать, что иностранных инвесторов в городе нет. В основном это жители Абхазии, жители нашего города. На сегодняшний день нету таких объектов в Афоне, которые нуждались бы в инвесторе. Есть, конечно, объекты, которые нуждаются в капитальном ремонте, в капитальном строительстве, но эти объекты, опять-таки, я очень надеюсь, что не продадутся, а государство найдет возможность поддержать этих арендаторов, профинансировать или выдать им определенный какой-то кредит, чтобы они оставались хозяевами этих объектов. Администрация города всячески старается содействовать предпринимателям с оформлением и сопровождением необходимых документов для реализации в Новом Афоне тех или иных проектов. Представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Минэкономики посетили несколько объектов отдыха и ознакомились с их состоянием. Предприниматель Саид Званбаев – владелец нескольких гостиниц и ресторанов в городе. По его словам, для развития бизнеса и привлечения туристов необходима государственная поддержка, а именно реклама абхазских ресторанов и отелей на международных выставках за рубежом. На другом объекте, курортном комплексе «Камарит», рассказали, что на сегодняшний день количество отдыхающих намного меньше, чем в прошлом году. Основная причина – рост цен в сфере обслуживания и питания, считает администрация «Камарита». Наша проблема в том, что у нас очень дорого, у нас даже брать продукты, вот это все, у нас очень это все дорого выходит. К сожалению, местных производителей у нас как таковых очень мало. То, что производят и то, что продают, тоже цены не столь доступны. По возможности мы опустили цены, исходя из того, что в этом году сезон у нас не важный. Представители Госинвестагентства также посетили компанию New Afon, предоставляющую услуги доступа к сети интернет в Новом Афоне. Она работает уже год, и на ее счету порядка 300 абонентов. Основные виды услуг на сегодняшний день пока у нас это сам интернет, Wi-Fi, то есть волокно, IP-телевидение, оно у нас было в таком тестовом режиме определенное время, но на сегодняшний день уже, в принципе, можно сказать, мы полноценно можем предоставлять услуги IP-телевидения, ну и на перспективу IP-телефония. В планах у Государственного инвестиционного агентства посещение и других городов республики. Затем будет сделан анализ собранной информации, на основе которого будут рассмотрены возможности оказания содействия развитию местных предприятий. Мы посещаем районы Абхазии с целью выявления предпринимательского потенциала, изучения ситуации на месте. По итогам визита во все районы мы планируем создать такую базу данных, где постараемся выявить наиболее перспективные отрасли реализации экономических проектов. Кроме того, планируем на основании анализа полученной информации создать перечень предложений для реализации, в том числе и путем вывода этих предложений на высший уровень. Это Министерство экономики, это Кабинет министров и по необходимости другие структуры. В ходе встречи представители Госинвестагентства проинформировали предпринимателей, что в Министерстве экономики работает горячая линия, куда они могут позвонить и получить консультации по волнующему их вопросу. Алика Трапш, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Разместить обманутых мошенниками туристов за свой счет. О том, как ательеры Абхазии вызвались помочь жертвам аферистов и восстановить репутацию гостеприимной Абхазии, в нашем следующем сюжете.
Запланированный еще зимой отдых в Абхазии обернулся для семьи Ламоновых из Череповца аферой. Игорь Ламонов уже смирился с мыслью о том, что безвозвратно потерял деньги, на которые были куплены путевки в страну души у тех самых злополучных мошенников, когда произошло событие, которое его удивило не меньше, чем сама афера. Когда я нашел группу, в которой происходило общение обманутых, люди соединились в общую беседу, где-то, наверное, в конце мая к беседе к нашей подключился Игорь Жигун, президент гильдии ательеров Абхазии. И он уже начал информацию такую давать, что абхазская сторона готова разместить обманутых бесплатно по мере возможности. Как-то не очень верилось, конечно, всему этому. И очередной день просто выложили информацию о том, что Апсуатур способна разместить 4 семьи. Как раз даты наши совпадали, то есть билеты у нас были заранее куплены, билеты мы не сдавали. Я дал согласие, мне подтвердили, что да, вы едете, можете собирать чемоданы. Как известно, более 200 российских семей, которые приобрели путевки в пансионаты Абхазии через интернет, пострадали от действий мошенников. Путевки оказались фальшивыми. Эта информация появилась в российских СМИ в конце мая. По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. А тем временем некоторые абхазские отели не остались безучастными к беде обманутых туристов и вызвались принять их бесплатно. Турагентство Апсуатур в их числе. Естественно, для нас это большой минус, потому что это антиреклама полнейшая для Абхазии, и спрос может упасть сильно. Так как мы работаем в туризме, естественно, для нас это тоже была проблема. Мы понимали, что люди не приедут в связи с таким количеством обманутых людей. Были раньше обманы тоже туристов, мошенники, но это были единичные случаи, потому на это не особо внимания обращалось. Но так как это было на Первом канале и пострадавших было свыше 300 человек, 300 семей, то, конечно же, мы решили среагировать. Идею помочь пострадавшим от действий мошенников активно поддержали Минтуризма Республики, Абхазский союз туризма и гильдия ательеров Абхазии. Абхазский союз туризма призывает отдыхающих впредь быть более внимательными, ведь жертвой мошенников может стать каждый. Грамотно оформленный сайт, многочисленные отзывы, обзорные видеоролики, фотографии, номер счета в банке для перечисления 100% предоплаты для якобы последующей 30% скидки. Подозрений не возникало даже у бывалых туристов. Вы знаете, по-разному у нас было. Просто мы уже заказывали в Пицунде пансионат «Правда», или как он называется, «Питюс». Совершенно спокойно, все то же самое было, такой же сайт. И совершенно так же мы бронировали. Ничего вас не насторожило? Ничего практически. Единственная разница, что тогда ссылочка была на определенную турфирму, которая находилась в центре Москвы. И я именно там проплачивала 100%. На данный момент сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Абхазия проводят проверки по ряду обращений людей, ставших объектами интернет-мошенничества, связанного с реализацией жителям России фиктивных путевок на популярные курорты Абхазии. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Презентацией короткометражного фильма Мадины Аргун «Мальчик и война» завершается 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Ранее в рамках фестиваля в Сухуми была представлена карта по Искандеровской Гагре. Маршрут для литературной экскурсии по местам, описанным в произведениях Фазиля Искандера, представили составитель карты Сария Нанба и художник Мадина Чкотуа. На карте есть и Кунсткамера, и дом Картучихи, и санаторий Амра, хорошо известные читателям по культовому роману Искандера «Сандро из Чегема». На суше и на море сотрудники МЧС Абхазии провели учения в Пицунде. Об этом материал, предоставленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Плановые учения провели спасатели Гагарского района в одном из высотных корпусов объединения пансионатов курорта Пицунда. За учениями наблюдали вице-премьер Республики Астамур Кецба, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицини и руководство района.
Согласно легенде учения, на 6-м этаже 15-этажного здания произошел пожар. На место происшествия прибыло 40 человек личного состава и 7 единиц техники, в их числе пожарные спасательные машины, а также автомобиль скорой помощи. Спасательная операция развернулась одновременно по нескольким направлениям. Двое из постояльцев пансионата были отрезаны от выхода, и их эвакуировали по специальному спасательному пожарному рукаву. Он используется для эвакуации людей в многоэтажных жилых домах, торговых центрах, гостиницах, школах, дошкольных учреждениях. Один из пострадавших не смог передвигаться самостоятельно. Для него спасатели натянули канаты, по которым он был спущен вниз, где был передан врачам скорой помощи. Руководил учениями начальник 2-й подчиненной пожарно-спасательной части города Пицунда Андрей Акопян. По его словам, учения в зданиях с массовым пребыванием людей проводятся регулярно. В Гагрском районе, отметил он, много высоток, поэтому для повышения боеготовности личного состава подобные учения необходимы. К тому же в ходе проведения учений отлаживается совместная работа спасателей с обслуживающим персоналом объектов. Именно благодаря работникам объекта основная часть постояльцев пансионата, где проводились учения, была своевременно и слаженно эвакуирована по внутренней лестнице здания. На тушение пожара и спасательную операцию ушло менее часа. Подразделения успешно справились с поставленной задачей. В это время в акватории Сухумской бухты сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проводили рейд. Цель – проверка соблюдения судоводителями и судовладельцами правил эксплуатации плавсредств и правил судовождения. В летний период, по словам начальника ГИМС Тенгиза Сабова, количество подобных мероприятий увеличивается. Связано это с тем, что в летний период увеличивается число маломерных судов. В их числе прогулочные катера, гидроциклы, моторные лодки. Судовладельцы должны иметь при себе судовые документы. Это технический талон и судовой билет. Судоводители – права на управление судном и доверенность от судовладельца. Сабу отметил, что в связи с увеличением штрафных санкций нарушений стало намного меньше. В ходе прошедшего рейда было проверено 3 маломерных судна. Значительных нарушений зафиксировано не было. В рамках празднования юбилейных дат 25-летия со Дня Победы и 10-летия со Дня международного признания независимости Республики Абхазия глава администрации города Сухум Адгур Харазия распорядился каждую пятницу проводить уборку города вплоть до 30 сентября. В эту пятницу, 15 июня, сотрудники столичной администрации продолжили уборку дороги, ведущей на Сухумскую гору, и расчистили территорию вокруг фонтана на Сухумской горе. На нижней площадке Сухумской горы, в центре которой расположен старый фонтан, была покошена трава, собран и вывезен накопившийся бытовой мусор, пострижены кустарники, асфальтное и бетонное покрытие расчищены, от проросшей травы покрашены лавочки. Сам фонтан после генеральной чистки также будет окрашен, но уже силами коммунального управления, которое приступит к этой работе на днях. На подмогу горожанам выходят и коммунальные службы, которые помогают в уборке и с вывозом мусора. Администрация города призывает жителей столицы выходить на субботник и убрать близлежащую к их домам территорию. Жители столицы, вышедшие на субботник, могут обратиться в коммунальное управление администрации Сухума, и им будет оказана помощь в вывозе мусора после уборки. К сожалению, наша молодежь, она не знает вот эти места. Это были излюбленные места в советское время. И мы хотим все здесь расчистить, чтобы люди воочию увидели эту красоту, вот эти строения красивые. И, конечно, здесь мы, кроме того, чтобы чистить, мы будем все это красить, приводить его в соответствующий вид и привлекать сюда молодежь с тем, чтобы вернуть былую славу этого места, чтобы для молодежи это стало еще одним местом, куда они могли бы приходить на отдых. Абхазия занимает 3-е место по числу автобусов с бортовыми устройствами российской системы «Платон», зарегистрированных для въезда в города чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Как уточняет агентство, абхазские перевозчики составляют 10% от общего числа зарегистрированных на чемпионат мира автобусов. На первом месте Украина и Белоруссия – 60%. Далее следуют Литва и Молдова по 5%. В десятке стран, чьи перевозчики планируют въезд в города проведения чемпионата мира по футболу: Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.
Информация для всех любителей футбола. В Сухуми на стадионе «Динамо» открыта фан-зона, где ежедневно после 15 часов на большом экране будут транслироваться матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. В субботу временами дождь, возможно гроза. В воскресенье днем преимущественно без осадков, к вечеру дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.